Уважаемый Петр Васильевич, уважаемые народные депутаты, коллеги, в соответствии с Конституционным законом о главе Республики Саха-Якутия представляю вам доклад об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики за 2019 год, в том числе по вопросам, поставленным Государственным собранием Илтумен Республики. Благодарю вас за решение работать в дистанционном режиме. Несмотря на угрозу коронавируса, конечно же, жизнь не стоит на месте, требует принятия своевременных решений, включая, безусловно, и решения главного законодательного органа республики. Именно сейчас очень важно, чтобы все органы государственной власти быстро перестроились и в неординарной экстренной ситуации работали в полную силу, что мы сейчас и показываем. Отчет об итогах деятельности правительства и исполнительных органов вам представлен, уважаемые коллеги, так же, как и информация по вопросам, поставленным депутатами Госсобрания. В своем выступлении я хотел бы остановиться на решении наиболее важных этапных задач, по которым мы вместе все работали в 2019 году. Прежде всего, хочу отметить, что если 2018 год во многом был посвящен выработке новых стратегий, сценариев развития экономики и социальной сферы, то 2019 год стал первым годом реализации планов на пятилетие, определенных 5 стратегическими указами главы республики. Особенностью и огромной ответственностью прошлого года было то, что он стал первым в реализации национальных проектов Российской Федерации на территории Якутии. Оценивая работу органов власти в 2019 году, подчеркну всех ее ветвей, надо сказать одно. Нам удалось последовательно и системно начать решение фундаментальных задач развития республики, встраивая их в дальневосточную и общефедеральную повестку. По ключевым показателям социальной жизни и экономического роста Якутия, безусловно, лидировала в 2019 году на Дальнем Востоке. По естественному приросту, по рождаемости, по сокращению миграционного оттока населения мы вошли в 7 лучших регионов страны. Ожидаемая продолжительность жизни за прошлый год, 73 года, самая высокая в нашем макрорегионе. За прошлый год реальные денежные доходы граждан возросли почти на 2%, а уровень бедности снизился на 1%. За этими, на первый взгляд, не впечатляющими цифрами улучшение благосостояния почти 6,5 тысяч жителей республики. Напомню, у нас в прошлом году мы смогли снизить число бедных в нашей республике почти с 19% до 17,8%. И принятые законодательные решения о мерах помощи семьям с детьми, о налоговых льготах, работа по поддержке предпринимательской занятости якутян, безусловно, дали свои результаты. Серьезный рост, связанный прежде всего с реализацией крупных инвестиционных проектов и национальных проектов, показала экономика по ряду параметров, серьезно опережая среднероссийские темпы. Валовый региональный продукт составил 1 триллион 177 миллиардов рублей с ростом в 3,5% к 2018 году. Мы твердо вошли в первую десятку регионов с наибольшим объемом валового регионального продукта на душу населения. Промышленное производство за год выросло на 12%, объем строительных работ более чем на 11%. В 2019 году республика стала лидером роста национального рейтинга Российской Федерации по инвестиционному климату субъектов России, заняв 22 место. Напомню, в 2018 году мы были 52-ми. Мы лидируем в Дальневосточном федеральном округе по экспорту IT-услуг. За год их объем увеличился более чем в 1,5 раза. Безусловно, это все результаты не одного только года. Это показатель активного участия республики в реализации дальневосточной экономической политики государства и общенациональных целей в социальной сфере. Вместе с тем, 2019 год, как я уже отметил, дал старт решению задач, поставленных нами по стратегическим направлениям развития республики на период до 2024 года. В их числе укрепление территориальной связанности путем расширения магистральной инфраструктуры, повышение конкурентоспособности базовых отраслей экономики и несырьевого сектора. Это развитие предпринимательской инициативы, производительности труда как основу роста реальных доходов якутян и кардинальное улучшение качества социальных услуг. Отдельными стратегическими указами определены приоритетные цели и задачи до 2024 года в области экологического благополучия, образования, сельского хозяйства и цифрового развития. Работа правительства в прошедшем году была настроена на поэтапное осуществление принятых планов,
в том числе в рамках обновленных государственных целевых программ 46 региональных проектов в составе 10 национальных проектов. Большая работа проведена с руководством страны, с федеральными органами власти по организационной и финансовой поддержке наших объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, здравоохранения, образования, жилищного и дорожного строительства. На членов правительства была возложена персональная ответственность за ключевые проекты, и вся команда буквально билась за каждый шаг. Тщательная, я бы даже сказал, скрупулезная подготовка и обоснование проектов дали результат по многим из них, создав реальный задел для инфраструктурного развития республики на ближайшие годы. В 2019 году у нас состоялись очень значимые события в развитии всех видов транспорта. Открылось регулярное железнодорожное движение по Амуро-Якутской магистрали. Республика ждала этого события более 30 лет. Закладка Жатайской судоверфи тоже стала знаковым событием. Возобновилось судостроение в бассейне реки Лена. Событием общенационального и даже мирового значения стал запуск магистрального газопровода «Сила Сибири». Начата реконструкция 4 из 16 аэропортов республики, включенных в план модернизации магистральной инфраструктуры России до 2024 года. Вводом в эксплуатацию крупнейшего на сегодняшний день Якутии Мархинского моста в Нюрбинском улусе началось создание серии мостовых переходов через Вилюй и Алдан на федеральных дорогах. Мы получили поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина по вопросу строительства Ленского моста, и решением правительственной комиссии он включен сегодня в лист ожидания федеральной программы строительства и реконструкции мостов, а в рамках конституционного соглашения с 8-й конституционной компанией проводятся уже изыскательские работы, разрабатывается проектная сметная документация Ленского моста, и работа эта идет без отставания от графика. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» небывалые в истории масштабы достигнуты в дорожном строительстве. В прошлом году в республике в целом построено, реконструировано и отремонтировано почти 500 километров дорог. Историческим событием я называю присоединение в 2019 году энергосистемы Якутии к единой национальной электрической сети России. Мы долго шли к этому. Многие десятилетия энергетическая инфраструктура республики была изолирована, и соединение с энергосистемами Востока страны кратно повысило надежность энергоснабжения огромной части территории республики, где проживает 80% ее населения. Особое внимание мы уделили вопросам энергообеспечения арктических и труднодоступных территорий. Введены дизельные электростанции в Аллаихе, Валеньке, Верхневлюйском, Алекинском районах. В этом году в рамках федерального плана модернизации дизельной генерации совместно с Росгидро мы будем определять пилотные площадки под новые электростанции в других труднодоступных районах. В 2019 году продолжилось расширение инфокоммуникационной сети. Построено более 1600 километров волоконно-оптических линий связи по территориям 15 районов к более чем 50 населенным пунктам. Таким образом, если посмотреть на карту республики, то практически во всех зонах нам удалось заложить те или иные крупные проекты транспорта, энергетики и инфокоммуникаций, как опорные точки для дальнейшего укрепления связанности территории Якутии. Считаю это важнейшим итогом деятельности исполнительных органов власти в 2019 году. Рекордные показатели в прошлом году были достигнуты и в добывающей промышленности. Это и добыча газа, нефти, угля, золота и серебра, где установлены абсолютные лучшие показатели за все время существования этих отраслей на территории Якутии. С выходом на проектную мощность Верхнемунского месторождения в прошлом году на 3,5% возросла и добыча алмазов. Добыча полезных ископаемых остается основным источником доходов бюджета республики. Также я хотел бы отметить растущий вклад добывающих компаний, промышленных предприятий в социальное развитие республики и в решение проблем районов, на территории которых они работают. На сегодня действует 31 правительственное соглашение о сотрудничестве с крупными компаниями, все они подкреплены финансовыми ресурсами. Промышленные компании создают все больше рабочих мест и заявляют о заинтересованности местных работников, участвуют в подготовке рабочих кадров. Это уже существенным образом влияет на рынок труда республики, на рост доходов якутян. За прошлый год только в компаниях резидентов ТОР Южная Якутия и Якутия создано свыше 2000 новых рабочих мест. По проекту «Местные кадры в промышленность» за год трудоустроено более 8000 жителей республики.
В рамках действий по обеспечению экологического благополучия наращивается охват территорий промышленного освоения экологическим мониторингом. За год он возрос с 52 до 75%. Надо отметить, что стратегии крупных предприятий предусматривают мероприятия по экологической безопасности как планового, так и оперативного характера. Так, в прошлом году начата программа развития систем водоснабжения Вилюйской группы УЛУСов до 2024 года за счет отчисления акционерной компании «Алроса» в размере 150 миллионов рублей ежегодно. При разработке данной программы учтены рекомендации Государственного собрания, проведены изыскания подземных вод, приобретены станции водоподготовки для 14 населенных пунктов на бассейне реки Вилюй, и 3 из них в прошлом году уже введены в эксплуатацию. Экологическое благополучие – это основа всей нашей здоровой жизнедеятельности, но с точки зрения достижения ощутимых результатов – одно из наиболее сложных направлений. 2019 год это тоже показал. Проблемы с созданием инфраструктуры утилизации коммунальных отходов, обеспечения населения чистой водой решаются очень непросто и трудно. Тем не менее, мы идем по намеченным планам, изыскивая возможности по федеральным и ведомственным программам, по национальным проектам. В 79 населенных пунктах внедрена система обращения с твердыми коммунальными отходами, начата модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Нерюнгри, разработаны проекты реконструкции системы водоснабжения Алекминска и строительства водоочистных сооружений в городе Покровске. Очевидно, что экологические проблемы городов и сел должны решаться в комплексе, и такие возможности дают национальные проекты, в частности, программы «Жилье и комфортная городская среда», проекты цифровизации. В 2019 году мы начали реальную работу по синхронизации мероприятий по сносу аварийного жилья, благоустройства общественных пространств с инвестиционными программами предприятий коммунального хозяйства и модернизации объектов тепло- и водоснабжения. Задача максимально эффективно использовать колоссальные финансовые ресурсы, предусмотренные по национальным проектам и программам, чтобы кардинально улучшить качество среды проживания во всех населенных пунктах республики и в городах, и в селах. Для улучшения качества социальных услуг, а значит и качества жизни якутян, в 2019 году была продолжена работа по привлечению инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. Здесь мы являемся безусловными лидерами Дальнего Востока страны. По соглашениям государственно-частного партнерства в республике сегодня строится 47 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. По итогам прошлого года введены детские сады на 3000 мест, школы почти на 1500 мест. В Якутске построена детская школа искусств, первая на Дальнем Востоке смарт-библиотека. Нет сомнения, что эти объекты не только помогают решать проблемы переполненности школ, нехватки детских садов и учреждений доп. Образования, но и приближают нас к современным стандартам условий обучения и воспитания детей. По принципу синхронизации региональной и федеральной стратегии в 2019 году велась работа и по развитию арктической зоны нашей республики. Главная задача – довести социальные показатели до среднероссийского уровня. А если сказать простым языком, вдохнуть новую жизнь в Арктику, вернуть ее привлекательность для людей, создать твердую экономическую основу благополучия наших арктических районов. Основой для решения этих глобальных задач является подписанный в прошлом году указ президента России Владимира Владимировича Путина о дополнительном включении в арктическую зону России 8 районов Якутии. Напомню, он был принят 13 мая 2019 года. Благодаря этому решению главы государства господдержка и преференции для арктической зоны страны сегодня распространяется на все арктические районы республики. Общая площадь арктической зоны республики достигла свыше 1 600 000 квадратных километров. Это уже больше половины территории республики и больше половины сухопутной части Российской Арктики. В прошлом году мы с вами приняли достаточно серьезные решения, я бы сказал, оперативного тактического действия. Освободили наших жителей арктической зоны от ряда республиканских и местных налогов. Впервые за десятилетия в арктических районах возобновилось жилищное строительство, модернизация объектов коммунального хозяйства. Введены 2 современные школы и 2 детских сада. Жителей Арктики по-настоящему воодушевило открытие этнокультурного центра Илькит в Оленьке и Арктического дворца культуры народов Севера Долган в Вирюмхая. В прошлом году введен первый современный торгово-логистический центр в Саскалахе. Все это далеко не рядовые события. Они укрепляют уверенность жителей нашей Арктики, как минимум во внимании к их жизни и к их будущему со стороны руководства республики.
И я очень рад, что по итогам 2019 года в Арктике появилась первая положительная динамика по ключевым демографическим показателям. По сравнению с 2018 годом увеличился естественный прирост за счет увеличения рождаемости и снижения смертности. В 2 раза к предыдущему году снизился миграционный отток, который не прекращался у нас на Арктике, начиная с распада Советского Союза. За год возросла численность населения Анабарского, Булунского, Момского, Оленёкского и Эвено-Бутантайского улусов. Это пока небольшие достижения, но они все равно вселяют надежду, что якутская Арктика будет жить и развиваться как крупнейшая и потенциально самая мощная часть Арктики российской. Позитивным фактором является и улучшение показателей традиционных отраслей Севера. В прошлом году отмечен рост поголовья оленев, увеличиваются объемы вылова рыбы. Положительная динамика есть и в целом в сельском хозяйстве республики. По уточненным итогам 2019 года впервые, опять же за многие десятилетия, у нас увеличилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных, и крупного рогатого скота, и лошадей, и оленей, свиней и птицы. В 2019 году в районах республики введено 8 крупных животноводческих комплексов. На средства государственных грантов открываются объекты переработки молока, мяса, рыбы, дикоросов. С вводом второй очереди круглогодичного тепличного комплекса Сауири предприятием произведено овощей в 9 раз больше, чем в 2018 году. Начали действовать новые проекты, такие как экспорт продукции агропромышленного комплекса Якутии. Создан Центр пищевых технологий, заработал проект «Агростартап», направленный на поддержку предпринимательской инициативы в сельском хозяйстве. Итоги года показывают, что мы начали движение к решению приоритетной задачи сельского хозяйства республики до 2024 года, формированию конкурентоспособного агропромышленного производства, обеспечивающего республику собственной продукцией высокого качества. В эти дни селяне вышли на весенние полевые работы, готовятся засеять на 10% больше пашен, чем в прошлом году. В других отраслях, несмотря на ситуацию с коронавирусом, на жесткие требования безопасной организации труда, работа тоже не останавливается. В штатном режиме действуют все жизнеобеспечивающие предприятия, без остановок идет строительство социальных объектов. По графику строятся онкологические и кардиологические центры в Якутске, строятся школы и детские сады, объекты культуры и спорта. В этом году по плану мы должны ввести не менее 500 тысяч квадратных метров жилья, в том числе в рамках национального проекта по расселению людей из аварийного жилого фонда. Начались дорожные работы, план на год строительства и реконструкция почти, как и в прошлом году, 500 километров региональных и городских дорог. Сейчас, конечно же, вся работа правительства, органов исполнительной власти, да и всех органов власти республики, муниципальных, республиканских, федеральных, сосредоточена, во-первых, на преодолении угрозы коронавирусной инфекции, спасении здоровья и жизни людей, а во-вторых, на обеспечении экономической и социальной стабильности. Ситуация с коронавирусом в республике, в первую очередь в городе Якутске, остается достаточно напряженной. Тем не менее, сегодня уже можно говорить, что благодаря принятым мерам по усилению системы здравоохранения, организации противоэпидемических мероприятий во всех районах, нам удалось не допустить взрывного распространения инфекции. Хочу отметить, что выстроенная в рамках модернизации здравоохранения структура медицинской помощи доказала свою эффективность в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Нам удалось быстро развернуть трехуровневую систему инфекционных стационаров. В течение 2 месяцев коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией увеличен с 435 до 1500, и в эти дни принято решение еще его дальше увеличивать примерно на 500 коек. Стационары оснащены реанимационным оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной защиты. Работа по расстановке медицинских кадров в рамках модернизации здравоохранения позволила своевременно обеспечить инфекционные стационары квалифицированными медицинскими кадрами. Это более 1000 врачей среднего и младшего медперсонала, которые сегодня трудятся на передовой, борясь с коронавирусной инфекцией. При этом помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологией, экстренная хирургическая акушерская помощь остались в прежних объемах. В короткие сроки организована работа лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции. Сегодня это делает 11 лабораторий в республике. И количество тестов в сутки нам удалось довести со 100 тестов, которые мы начинали в марте месяце, почти до 4000 в эти дни. И охват тестированием достиг уже показателя более 330 на 100 тысяч населения. Это один из самых высоких показателей
во всей стране, что позволяет нам сегодня выявлять большое количество заболевших на ранней стадии, когда болезнь еще бессимптомная, и не допускать в последующем поэтому множество тяжелых осложнений. Огромная помощь сегодня идет от правительства Российской Федерации, всего из федерального бюджета и резервного фонда республики на борьбу с коронавирусом, в том числе на доплаты медикам, уже направлено более 1 700 000 000 рублей. Работа оперативного штаба по противодействию коронавирусу продолжается, но теперь большой акцент мы обязательно должны делать на принятие мер по выходу из кризиса, стабилизацию экономики и поддержанию уровня жизни жителей Якутии. Нельзя думать, что эпидемия закончится и мы сразу заживем как раньше. Коронавирус уже нанес колоссальный ущерб экономике мира, России и нашей региональной экономике. Снижение доходов бюджета республики, системообразующих предприятий, конечно же, будет очень значительным. Колоссальнейший удар за всю историю своего существования получила мировая алмазодобывающая отрасль. Из-за падения цен на нефть резко снизились доходы нефтяных компаний, а соответственно и доходы бюджета республики. Аналитики прогнозируют двухлетнюю рецессию российской экономики, потерю более 3% валового национального продукта. Рост валового оригинального продукта республики в прогнозируемом до пандемии варианте под большим вопросом. Перед нами стоит задача не допустить критичного падения отраслей реального сектора, малого и среднего бизнеса. На федеральном и республиканском уровнях приняты беспрецедентные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики. Это авиационная отрасль, торговля непродовольственными товарами, общественное питание, туризм, сфера услуг. Для системообразующих организаций республики будут реструктуризированы бюджетные кредиты, предоставляются государственные гарантии и прямые субсидии. Федеральные меры поддержки малого и среднего бизнеса усилены льготами и отсрочками по региональным и местным налогам. Фонд развития малого предпринимательства будет докапитализирован, в том числе за счет средств федерального бюджета. Сегодня объявлен мораторий на оплату основного долга и процентов по займам его заемщикам. Перечень инструментов поддержки предпринимательства по мере развития ситуации расширяется. Вместе с тем, пандемия продолжает выявлять и наши уязвимые стороны. Так, очень многие предприниматели не могут сегодня претендовать на меры поддержки как федеральные, так и республиканские. По той простой причине, что, к сожалению, деятельность многих из них велась по серым схемам, и они были все в так называемом теневом секторе экономики. Снимая административные барьеры, поддерживая бизнес, мы не дорабатываем в части повышения деловой культуры и предпринимательской ответственности. В этом направлении надо дальше нам всем очень серьезно работать. В целях сдерживания резкого роста безработицы и уровня бедности принят целый комплекс мер по поддержке населения. Беспрецедентно расширены меры финансовой поддержки семей с детьми, увеличены пособия по безработице. С 1 марта в службу занятости по республике обратились уже 15 929 человек. Это в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Я склонен связывать это не с повышением размера пособий, как многие считают, а в первую очередь с тем, что тысячи и тысячи людей у нас работали без должного оформления, и сейчас мы наконец-то видим реальную картину скрытой ранее серой занятости и безработицы. Но, как говорится, кризисы открывают и новые возможности. Нужна целенаправленная работа по замещению иностранных и внешних работников местными кадрами. Мы уже начали привлечение наших жителей на строительные и дорожные работы, организовано краткосрочное обучение по рабочим специальностям. Экстренная ситуация на Чаендинском месторождении выявила проблемы и в привлечении вахтовых работников из других регионов страны. Только огромными усилиями со стороны республики, при огромной личной поддержке полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева, зампреда правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой, руководителя оперативного штаба федерального, нам удалось локализовать крупный очаг инфекции, организовать беспрецедентную операцию по вывозу многих тысяч людей с Чаендинского месторождения. По большому счету мы предотвратили угрозу функционированию стратегического объекта нашей страны. И мы, безусловно, будем ставить вопросы в целом по организации вахтовой работы корпораций, в том числе и на уровне федеральном. Но при этом сейчас мы уже видим реальные возможности трудоустройства якутян в промышленные предприятия, и встречное движение со стороны многих компаний уже есть. Этим необходимо заняться не наскоками, а системно,
начиная с профессиональной подготовки, переподготовки, внедряя стимулирующие механизмы для получения нужной квалификации и дальнейшей работы якутян в промышленности. Коллеги, сегодня все мы смотрим вперед, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни. Для меня, для всего правительства эти месяцы были непростыми, когда требовалось и требуется ежечасное принятие решений, которые напрямую влияют на жизнь людей. Но уже сейчас мы видим точки роста для дальнейшего развития, извлекая уроки из неординарной ситуации. И я хочу подчеркнуть, что результаты нашей работы за последние 2 года, заделы, созданные в 2019 году, позволяют нам рассчитывать на развитие, несмотря на сложности, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Нынешняя ситуация показала необходимость ускорения цифровой трансформации республики. Мы в кратчайшие сроки перевели систему образования республики на работу в дистанционном формате. Будем и дальше развивать дистанционное обучение, чтобы наши школьники и студенты учились, имея доступ к лучшим образовательным ресурсам России и всего мира. В новой экономической реальности, которая наступит после пандемии, опорой для экономики республики должен стать инновационный и креативный бизнес. Для этого нам надо дальше перестраивать профессиональное образование и науку. И, конечно, главный урок и ключевой приоритет – это укрепление общественного здоровья в русле поправок в Конституцию, основной закон нашей страны. Ответственное отношение людей к своему здоровью должно опираться на эффективную систему медицины. Очевидно, что в свете этих новых задач, новых серьезнейших вызовов в экономике и социальной сфере необходима корректировка основных параметров стратегии социально-экономического развития республики на период до 2032 года. Эти коррективы считают целесообразным подготовить общими усилиями правительства и Государственного собрания и принять их, не откладывая, до конца весенней сессии парламента. Уважаемые народные депутаты, отмечу еще один исключительно важный для меня момент. 2019 год был объявлен мною годом консолидации, и все значимые события, которые происходили в республике, подтвердили, что наши люди высоко ценят единение, гордятся общими успехами и искренне верят в то, что вместе мы можем все. В прошлом году огромное воодушевление народа вызвало проведение в Якутске Кубка мира по вольной борьбе, признанного лучшим по организации за всю историю этого всемирного турнира. Мы стали свидетелями невероятно красивой атмосферы спортивных игр народов Якутии в Амге, торжества здорового образа жизни и братства всех районов республики. В год театра в Российской Федерации жители республики больше всех на Дальнем Востоке посетили театры, кино и культурные мероприятия. Настоящим историческим событием стало завершение многолетней работы наших ученых по созданию уникального 15-томного большого толкового словаря языка саха и его оцифровка. В год консолидации появились и укрепились новые традиции. Движение по восстановлению исторических памятников, памятных мемориалов, обелисков к 75-летию Великой Победы, волонтерство и совместный труд по благоустройству родных городов и сел. В год патриотизма, в экстремальной ситуации, перед лицом угрозы опасной болезни, наше общество снова объединилось, проявляя милосердие и стремление оказать помощь. Это и крупные компании, и небольшие трудовые коллективы, предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели и просто жители республики. На их пожертвования сегодня закуплено медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты для больниц, переданы продукты, лекарства, товары первой необходимости пожилым людям, многодетным семьям и нашим медикам. В числе тех, кто пришел на помощь обществу в трудную минуту, есть и народные депутаты республики. Я искренне благодарю вас, друзья, за ваш личный пример гуманизма и бескорыстной помощи людям. Уверен, что вместе мы сумеем защитить наш народ, сумеем преодолеть небывало трудную ситуацию и выйти из нее еще более сильными. Для этого у нас есть и воля, и ответственность, есть опыт работы в тандеме исполнительной и законодательной ветвях власти. Впереди у нас много совместных планов, и мы их обязательно осуществим во благо нашей Якутии и ее жителей, на благо всей нашей великой России. Спасибо.